Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». И сегодня я с обзором посылки, которую мне прислала моя любимая, моя родная, моя дорогая подруга Валюша из Германии. Подруга, подписчица. Мы уже давно вместе, у нас много девочек, которых мы вместе, которые мы друг друга понимаем, с которыми мы каждый день на переписке, на созвоне. Мы общаемся, мы делимся, и действительно мы уже, можно сказать, ближе, чем сестры. Потому что мы иногда рассказываем друг другу такие вещи, которые мы даже и сестрам бы, наверное, не рассказали. Это однозначно. Лично я, да, бывают такие моменты, бывают такие вещи, что нужно поделиться, нужно высказаться. И ты даже не можешь высказаться это своему родному человеку, и поэтому... Вот мы такие, мы высказываемся, мы помогаем друг другу. Даже просто если не будет никакого совета, даже если я выговорюсь, скажу, расскажу, мне дадут совет, но я не послушаюсь этого совета, но мне все равно бывает легче выговориться. Конечно, мы каждый принимаем решение сами. Но тем не менее прислушиваемся друг к другу. Конечно, это все касается не посылки, но тем не менее мне захотелось об этом рассказать. И действительно очень многого стоит найти вот так вот людей, которые мыслят практически как ты, которые тебя понимают с полуслова, которые тебе могут помочь просто советом. Даже могут сказать: да, ты поплачь, вот поплачь, тебе нужно поплакать. Это многого стоит. Я благодарна моим девочкам. Простите, конечно, меня сейчас. За то, что они у меня есть. За то, что они мне помогают. За то, что они меня просто поддерживают. Не посылками, не подарками, а именно поддержкой, словом. Это многого стоит. Особенно, несколько девочек очень близки мне. Очень. Я им благодарна. Благодарна за все. И, тем не менее, благодарна Валюше. Спасибо огромное, Валя, и тебе, и всем моим девочкам. И спасибо огромное всем моим подписчикам, всем. Потому что действительно в последнее время у меня практически нет ни одного плохого комментария. У меня нет ни одного плохого слова, которое вы мне сказали. Да, критика есть, но это ничего не значит. Если бы меня еще и не критиковали, это было бы, конечно, неправильно. Каждый думает о каждом. У него есть свое мнение, и поэтому я вам всем благодарна. Благодарна и за критику. Если что-то мне напишут, да, я стараюсь уже пересмотреть то, что я сказала или сделала. Но всем мил, тем не менее, не будешь, но все равно у меня очень хорошие подписчики. Если даже не подписчики, комментаторы, которые мне пишут, в принципе, даже если что-то они мне написали, то, чтобы мне могло не понравиться, они сначала приносят извинения. Это многого стоит. Огромное вам спасибо. Я благодарна вам всем. А сейчас мы посмотрим, что же мне все-таки прислала Валюша. Так, упаковано очень красиво. Честно вам признаюсь, я не знаю, что здесь. Несколько моментов она мне сказала, даже не несколько моментов, а один момент. Что это? Так, здесь письмо. Так, снова прочитав сообщение, вернее письмо, опять расстроилась, стала сентиментальной. Записываю это уже 3-й раз, потому что слезы просто так и льются. Хочу и для вас прочитать все-таки хоть. Здесь, в принципе, не личное, поэтому хочу. Я высказала свое мнение о Валюше, а Валюша уже пишет мне. Дорогая и любимая Лейла, добрый день или вечер. Вот я и добралась до вас всех, пока не могу лично быть рядом с вами. Отвечу сразу, что Валя действительно очень хочет ко мне приехать. В прошлом году собиралась, но у нее не получилось. Так, пока не могу лично быть рядом с вами, пусть хотя бы через бандерольку, но я у вас. Немного собрала гостинцев, пусть принесет вам всем немного улыбки и радости, тепла и уюта. Всем всего немного сладкого. Тебе твои вещи, надеюсь, также подойдут и будут всегда с тобой. Желаю всего самого наилучшего, доброго и мирного, теплого и счастливого. Не знаю, почему слезы льются. И удачи всех. Удачи и всех благ. Короче, все от чистого сердца. С любовью, с уважением, Валентина.
Вот такое вот письмо от Валюши. Спасибо огромное. Мне надо сейчас успокоиться. Так, первый пакет. Тут не написано для кого, но сейчас посмотрим. Это, скорее всего, наверное, для бабушки, мне кажется. Так. Но она мне сказала... А, нет, это просто закидано. Так, ну это футболки мальчика. А? Так, дальше. Еще одна футболка. Вот это моя. Это твое, да? Качество очень красивое. Ну, в смысле, хорошее. Так, ну это, скорее всего, для бабушки. Но мы потом выясним, что кому. Но это я точно знаю, что бабушке. Так. Тут все на немецком. Ну, я не знаю. Может, кондиционер, может быть, порошок для белья. Это посмотрим, короче. Тоже будем выяснять. Точно не порошок. Гель, может. Гель, скорее всего, да. Или отбеливатель, может быть, а? А это для стиралки пилюли. А, да. Да. Это все моющее. Скорее всего, это гель. Так, дальше. Это орешки, как я поняла, да? Это тебе для диет. Да. Так, ну это просто, чтобы не шаталось ничего. Ну вот, как лежит, так и будем вынимать. Это для Аишки, как я поняла по размеру. Это Аишкины тапочки. Вон даже написано что-то еще. Так, это лично мое, значит, это скрываем. Так, вот такой вот фартук. Как Ибрашка говорит, я посмотрел и говорит, там фартук очень красивый. Я теперь под фартуком вижу больше много. Больше красивого, да? Ты покажи. Фартук красивый. Фартук красивый, да. Цвет такой успокаивающий, зеленый, красивый. Через микрофон не задела. Ну. Вот так и продолжай. А? Вот так и продолжай. В смысле? Видео. Фартуки? Не снимай фартук. Ну, давай. Как он мне идет? Да. Все, надо посмотреть, он еще собрался, ну ладно. Так, дальше идут сладости. Мармеладки. Еще мармеладки. Хлебцы. Это, конечно, для меня. Так. Сладости сладкоежкам. Но это ребятня, не тебе. У нас же младше тебя ребятня есть. Стоит, облизывается сладкоежка. Он мне тут еще одну посылку испортил. Я еще не успела распаковать посылку от другой подруги, но потом расскажу. Он съел коробку конфет без моего ведома. Так, еще мармеладки. А я мармеладки обожаю, и бабушка обожает. Наверное, поэтому. Валюша, ой, упал этот. Это изюм. Микрофон упал. Так, ну это ребятне тоже такая вот. Ой, какие красивые конфеточки, маленькие киндеры. Так, что дальше? Эти салфетки в стиральную машину, чтобы белье не полиняло. Во, написала, чтобы было понятно для меня. Так, ой, какой интересный этот экскаватор деревянный. Ну, это, конечно, Мухаммеду. Человек. Так, еще сладости вот так вот закинуты. Кроссовок. Так, а этот кроссовок кому большой такой? Нет? Не знаю. Ой, там заполнена прям кроссовка. Подожди, я кроссовку достану потом. Короче, это сладости. Так, это витаминчики. С Германии семена. Да, она в прошлом году присылала, между прочим, вот именно у меня никогда морковка не росла, а вот именно семена, которые Валюша прислала, у меня морковка выросла в прошлом году. Немного, конечно, но была. Так, ну раз прислала семена, я не собиралась в этом году сажать, значит, что-то посажу. Так, дальше. А, это она мне еще тогда присылала приправа для салатов. Очень вкусная. Очень вкусная. Еще, они разные. Вот еще одна такая приправа.
Так, ну это всегда в хозяйстве пригодится. Такие вот салфеточки, тряпочки. У меня тряпочки еще лежат. Не тряпочки, 2 салфетки лежат. Я их даже не это самое не использовала. Но это тоже такие конфетки. Они очень вкусные. Так, ну я чувствую, сегодня у меня правильное питание сойдет на нет. Сладости все-таки надо попробовать. Так, такая вот. У тебя новая сумка. У меня новая сумка будет, да. Вот такая. Красивая какая. Бизнес-вумен будет. А действительно красивая сумка. Валюш, спасибо большое. Внутри косынки и Мухаммеду. Так, это Мухаммеду тапочки. Так, мы с Ибрагимом думали, это косынка, прям под цвет сумки, но это оказался еще один фартук. Вот такой вот фартук. Теперь у меня много красивых фартуков. Так, в сумке еще. Ну, еще был пакет личных вещей, я их убрала. И вот такие колготки. Валюша мне тот раз присылала такие теплые колготки, они были очень классные. Сейчас и теплые, и такие. Как раз. Спасибо огромное. И семена еще. Ну все, Валюша, значит мне нужно сажать. А сумка действительно очень красивая. Спасибо. Так, что здесь? Так, короче, опять семена еще, огурцов как раз. Актуально у нас только сегодня вышло так солнышко хорошо. Можно сажать уже огурцы, а то было холодно. И такая маска для лица. Так, ну и дальше. Вот такие вот кроссовки. И тут все еще тоже что-то в кроссовках. Так, это Мухаммеду или... Нет, это Малому. Это Малому, Абдумалику, да. Это Малому. Ой. Так, тут еще что-то. Это витамин D3. Как раз мне нужен. Так. Все. Там, наверное, вот написано. А? На этикетке написано, наверное. Размер? Ну, как все. А, 43-й. О, как раз для меня. Как раз, да. Так, ну тут вот конфетки еще такие. Все, пошла пить чай. Диету. А сегодня можно. Гуляем. Я же не на такой строгой прям диете. Так что можно. Да, обедать тем более можно. Так, тут еще витаминки. Это, по-моему, детские витаминки, да? Так, да, витамин. Тут больше это. Витамин В, короче. Комплекс витаминов В. Здорово. Так, ну все объяснять будет Валюша потом мне, что, куда и как. Так, короче, вот такие вот шикарные кроссовки. Их 2 пары. Вот еще одна. И тоже с конфетками. Так. Крем олива. А вот для чего? Для рук, наверное, да? Потом прочитаем, посмотрим. Ну, скорее всего, для рук. Так. Все. Еще конфетки. И еще кремы. А не, это не крем, это тоже витамины. Мультивитамин. Так. И еще один крем. С ромашкой. Да. Ну, надо узнать, наверное, один для ног, один для рук, а может быть оба для рук. Просто тут на немецком, а Ибрагим не знает на немецком. А я 1000 лет тому назад изучала немецкий, так что я не знаю, что это. Я в школе изучала немецкий, конечно. Так, эту штучку я уже поела. Ибрагим сказал, что это типа питательного батончика, да? Ну, короче, тут фрукты, как я поняла. Так, ну и последнее, что у нас по ссылочке, это вот такой вот белый материал. Ну, это мне она объяснила. Но я из него сделаю салфетки. Полотенчика салфетки. Очень красивый такой, видите? Вот. Все. Узор не видно. Вот, все. Ну и все. Вот. Вот такая вот огромная посылка от Валюши. Огромное-огромное тебе спасибо, Валюша. Ну, спасибо и благодарность. Все это будет, конечно, я ей скажу в личке. Поэтому вот так вот хотелось мне поделиться тем, что прислала мне Валя. Сначала она, конечно, сказала, не надо показывать. Потом, если ты хочешь, говорит, покажи.
Поэтому вот так вот я сделала распаковочку. А машинка прям как будто бы действительно для Мухаммеда. Похожа на Мухаммеда. Но они, наверное, на этой неделе приедут только в субботу, потому что Аишка пошла уже в садик. Она 2 месяца сидела дома. И мы с ними увидимся в субботу. И гостинцы передадим тоже в субботу. Ну вот так вот, друзья. Огромное-огромное спасибо еще раз. Всем, Валя, тебе отдельное за посылку. И всем спасибо за то, что вы у меня есть. Всего благ вам. Ну, дальше, может быть, какой-то ролик будет, но пока я еще ничего не снимала. Друзья, новый день. Я перед этим роликом поставлю, перед тем, как я сейчас снимаю, поставлю посылочку, которую прислала Валюша. Это уже новый день. Снимала я вчера для ролика. Сегодня я уже съездила на рынок, купила, маленький, оставь в покое. Шатает телефон, котенок маленький. Так, придется его все-таки вывести. Играется с моим микрофоном, вернее, со шнуром от микрофона. Так, ну-ка давай пока на улицу. Мы тебя потом покажем. Давай отсюда. Так. Значит, друзья, уже была у меня заказ. Мне нужно сделать 5 килограмм голубцов сегодня. Кроме этого тоже есть заказ, пока чайник выключу. Так, и сразу же отвечу, пока я вспомнила про печку, был вопрос, даже не вопрос, а там какой-то комментарий, что вот, вы жарите котлеты, не включенная вытяжка, коптится комната. Друзья, у меня есть вытяжка, и она всегда работает, когда я жарю, не беспокойтесь. Просто, может быть, на какой-то момент я ее выключаю, когда делаю съемку, буквально там минуты, 2, чтобы не было шумно. А то и так не выключаю. На данный момент даже она сейчас работает на слабом режиме. А так, когда я сильно, много чего жарю или парю, или еще чего-то, то, конечно, у меня вытяжка работает. Даже не из-за того, что там будет комната коптиться, просто у меня очень низкие потолки, у меня просто мебель испортится, если не будет этой вытяжки. Так, ответила сразу же на этот вопрос. И да, вообще-то я сегодня хочу разговорный сделать этот ролик, не знаю, получится он длинный или нет, но вот пока я буду лепить голубцы, я с вами поговорю. Поговорю, буду отвечать на... и даже не на вопросы отвечать. В принципе, есть там и вопросы, и на пожелания, и на что-то. И, вообще-то людям интересно, когда бы я эту свадьбу не показывала, все время идут какие-то вопросы. Бывают вопросы, бывают немножко, можно сказать, хотят задеть или еще что-то. Люди высказывают свое мнение. А я выскажу свое, если вы... согласитесь, да, ответить сразу вы не сможете, согласитесь или нет, но так получится, что я буду отвечать на эти вопросы. Так, начала я с того, что, да, я поехала на рынок, у меня была капуста, у меня была старая, даже не совсем старая капуста, а хорошенькая капуста, но вот Танзила сказала, что нужно обязательно молодую капусту. Я, к сожалению, не стала снимать, потому что надо было быстро это сделать. Приехала, позавтракали, вернее, я позавтракала еще рано утром, я всегда завтракаю с утра, прям вот в 6, когда встану, буквально минут через 30, потому что я сначала пью воду, а через полчаса после того, как я выпила воды, мне обязательно нужно позавтракать. А моим я уже в часов 8-9 только даю завтрак. Так, значит, вот такая вот свежая капуста. Я ее немножечко пробланшировала, старалась понемножку, потому что она очень тонкая, очень молодая. Капуста сегодня стоила на оптовом рынке 60, 70 и 55. Я везде вроде бы прошлась, посмотрела, купила за 60 рублей килограмм, но чуть-чуть отошла, оказалось, что есть и за 55. Судьба, значит, такая была. Дальше, расскажу только просто по ценам, не снимала, что я купила. Купила пекинскую капусту, тоже стоила 60 рублей, 55 рублей килограмм. Болгарский перчик стоил 200 рублей килограмм. Купила сейчас, может быть, даже покажу вам. Купила себе болгарский перчик, больше даже для правильного питания. Если даже не для правильного питания, просто иногда бывают кое-какие заказы, это все у меня должно быть. Я купила вот такой вот, я не знаю, как он называется, длинный. Просто мне он кажется, если не нужен обязательно круглый, здесь отходов меньше. Тот огромный, у него и семени много, и
Вот всегда, когда снимаешь, забываешь, как это все называется. Короче, вот эти вот штучки тоже большие, и поэтому невыгодно покупать. Если я, это вам просто на заметку, если кому-то интересно, может, кто-то не знает, ну, женщины моего возраста, наверное, это знают, но это просто молодежь. Если вам нужно нарезать болгарский перец, то покупайте такой длинный, отходов меньше. Получается, расхода тоже меньше. Огурчики, как ни странно, сегодня были 50 рублей, да, очень подешевели. Помидоры, правда, были 130, 150, 160. Ну, я купила за 130 такие миленькие. Сказала, что не буду показывать, но все-таки показываю. Так, к сожалению, я ничего в этом году в огороде не посадила, кроме картошки. По-моему, не посажу. Так, вот такие вот помидорчики стоили 130 рублей. Так, мы уже утром поели. И вот такие вот Машенька огурчики стоили 50 рублей. Ну, были и подороже чуть-чуть, и по 60, и по 50, и по 70, где как можно купить. Все, в принципе, я больше ничего не купила. Купила зелень, купила листья шпината, и все. И капусту вот эту вот. Что я еще купила? Купила клубнику. Клубнику купила по 250 рублей за килограмм, но крупнее, которая была по 350 рублей, по-моему, 300-350. А это была такая мелкая, ну, мы ее уже съели, короче говоря. Купила 2 килограмма, и мы ее уже поели с утра. Вот вся моя покупка. А теперь все мы будем делать с вами, ну, как я делала голубцы, все я вам показывала, но сейчас просто, чтобы ничего не делая, не общаться с вами, я все-таки решила, буду делать голубцы и заодно отвечать на вопросы. Так, капусту, как я уже... Здесь, наверное, видно, не видно? Так, мои дорогие, вот прежде чем я буду делать голубцы, я вам покажу мой обед. Я буду обедать чуть-чуть пораньше, чем наши. Своим я сейчас поставила варить картошку и уже пожарила грибы с индейкой. Потушила, вернее. Не было сметаны, но потушила в майонезе. Но они не на правильном питании. Почему показываю? Показываю для тех, кто мне все-таки не советует питаться правильно или не советует сидеть на диете. Я не на диете. Я просто стараюсь есть правильно, как вы мне и пишете. Не есть хлеб, не есть сахар. Ну вот такой вот рецепт. Вот неужели я голодаю, да? Как вы думаете? Тут у меня помидор, огурец, пекинская капуста, блин из яйца и ложка сметаны. А тут вот рулет с грибами. Мне кажется, даже я не смогу съесть это все. Но я его съем, потому что если я сытно не поем, то я потом начну кусятничать. Ну вот так, друзья. Вот и это по правильному меню. По моему меню, в котором я участвую в марафоне. А пока я ела, мои дорогие, и готов обед для моих домашних. Я уже и чайку попила сразу же. Вот такой вот обед будет у меня для них. Это индейка, филе индейки с грибами. Ну, правда, с майонезом можно было бы и со сливками. Сливок у меня просто не было. И картофельное пюре. Сейчас быстренько салатик им сделаю. И мои будут обедать. А я потом буду уже делать голубцы. Вот так вот, друзья. И, по-моему, там на заднем фоне вы видите нашего малыша. Ой, ты, мой человек золотой. Вот такой вот у нас человечек появился. Вернее, котеночек, конечно, это не человечек. Человек, мой золотой. Кисенька. Ну, не буду сейчас брать его в руки, потом вам поближе покажу. Мы очень привязались к этому котеночку. Это просто прелесть. Это у нас девочка. У нас их во дворе, оказывается, очень много. Я думала, только 1-2 остались. Обычно у них не остается. Но там, по-моему, 5-6 котят бегает. Так, ну все. Все пообедали. Все готово. Теперь, как вы видите, капуста у меня пробланшированная. Рис я тоже отварила до полуготовности. Если что, если кому-то интересно, если что, друзья, и у меня есть прям недавнешний ролик, где я вот чисто в этом ролике снимаю, как я делаю голубцы. Так, сейчас, значит, сюда я еще не положила лук. Лук я пропустила через блендер.
чтобы людям, которые хотят перчатки, было спокойнее, одела перчатки. Потому что, когда я делала котлеты, тоже говорили, что неужели трудно одеть перчатки. Вы знаете, я очень не люблю этими перчатками работать, но ладно уж. Буду работать в перчатках. Так, сейчас поперчу. Здесь у меня 2 килограмма, друзья, фарша. 300 грамм риса. 600 грамм лука. Так, что у меня еще там? 2 чайные ложки будет соли, может быть даже чуть-чуть больше. Так, это красный жгучий перец. Он не очень жгучий, поэтому его я насыпала много. Так, просто не хочу туда баночки перетаскивать. Привыкла всегда вот щепоткой, я не знаю, я не умею этой ложкой что-то делать. Вот единственное для вас соль, наверное. Так, у меня уже Танзила пишет, скорее всего, уже о этих голубцах, а я их немножко задержала, получается. Так, вот так вот. Сейчас я посмотрю, что же она мне пишет. Угу. Спрашивает, голубцы делаешь? Делаю. Все, я ей ответила. И пошли работать дальше. Так, ну у меня тут еще одно сообщение. Сейчас прочитаю. Так, ну что, друзья, Танзиле ответила. Заказчице тоже ответила. Заказывает заказывает куриные котлеты. Ну, сейчас посмотрим. Если... Ой, а это лук. Не до конца прокрутила. Так, значит, что мне сейчас нужно открыть ролик. Я все-то не помню наизусть, что меня спрашивали. И потихонечку буду смотреть. Сейчас пока вот перемешаю фарш. Вот видите, как она мне мешает, эта перчатка. Такая, другой у меня, к сожалению, нету. Так, смотрю, как ответить заказчице, потому что если ей нужны куриные котлеты, то мне нужно разморозить фарш. Я фарш сделала, положила куриные. Сегодня куры были дешевые на рынке, друзья, 350-400 рублей одна курица. Но я, правда, не покупала. Купила мясо. Я мясо покупала. 10 килограмм мяса купила. Но это не из этого мяса. Мне еще нужно и мясо прокрутить. К сожалению, не успел мне Ибрагим прокрутить мясо. Обычно это он мне помогает. Прокручивает мясо, раскладывает по пакетам. Все-таки очень много времени уходит, когда вот именно вот такие вот подготовительные работы ты ведешь, делаешь, видишь. Так, ну все, фарш вроде бы готов у нас. Так, все. Это мы уберем. Сейчас зайду на свой канал. Так, теперь... И сейчас я открыла. Но сначала мне вот захотелось сразу же. Я не отвечала. Опять признаюсь, спасибо. Ой, спасибо говорю. Извините за то, что... Простите меня за то, что я не отвечала. Просто не было времени. Честно вам признаюсь, эти дни. Хотя у меня все дни заняты, по большому счету. Но отвечать надо. Так, ну очень много хороших комментариев, все сейчас не перечитать, но вот я хочу прочитать вам комментарии Джулия, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Как же это правильно не забывать своих традиций? Достойнейший народ, красивые люди, невеста просто очаровательна. Огромное спасибо вам, Джулия. Это я к тому прочитала, потому что тут есть еще комментарии, которые просто даже недовольны тем, что вот у нас вот такие вот свадьбы бывают, да. Поэтому сейчас, минуточку, мне надо будет принести. Ой, чихнула. Так, капуста не очень грубая, но все равно немножко вот окончание я буду снимать. Так, дальше, хотя времени будет уходить. Очень мало времени, мне еще надо теленка кормить. Если мой сын приедет, а я теленка не покормила, это будет скандал. Так, Лейла Ани Конкина пишет.
Лейла, следующую свадьбу ждем у вас. Народ, который уважает старших, чтит традиции, свои будут процветать. Люблю Кавказ. Люди, будьте здоровы и мира, сплоченности всем народам. Спасибо большое, Аня. Так, что еще? Ну, вот это ответ, наверное, на какой-то комментарий. Но я ничего не удаляла, я не знаю именно на какой. Ольга Суворова пишет: боже, какие неграмотные люди, уважайте обычаи всех народов, а Кавказ это особый народ. Привет из Казахстана, все красиво. Так, сейчас не могу найти. Еще одно, ну это хорошее тоже, да? Галина пишет: как я люблю традиции, уважаю, вековые корни держат старшее поколение, почет им, слава и слава, мира и добра. Лейла, вы молодец, быть блогером на Кавказе, наверное, нелегко. Сын помогает, это замечательно. Счастья и здоровья вашей семье, молодые красавчики, любви, понимания и дружной семьи. Вы знаете, если честно, вот просто даже вот уйду от свадьбы, насчет того, что на Кавказе сложно ли быть блогером, вы знаете, совершенно для меня никакой сложности быть блогером не составляет на данный момент и не составляла с первого дня. Да, и на первое время я, конечно, стеснялась, мне было неудобно, я боялась, что меня осудят или еще что-то, но потом все это пришло. И сейчас даже, когда вот мне даже некоторые пишут, что вот не хотят сниматься на камеру, недовольны. У меня нет пока... Это было в начале. Были недовольные, не хотели сниматься. А сейчас, если честно, меня даже просят, вот когда мы все собираемся, меня даже просят, чтобы я их снимала. Вот именно сними меня, да. Потому что у нас очень много родных, которые живут за пределами, хотя это можно увидеть, конечно, они на фотографиях и по видео съемкам, все это можно сейчас, все возможно, но все равно им интересно, когда их родных видят всех вместе собравшихся, и это очень даже интересно, друзья. И вы знаете, вот недавно я была на свадьбе я ее чуть-чуть только сняла там, в ресторане, это была свадьба... Ну, сестры, моей снохи сестры дочка замуж выходила. И это вот все там были мои, можно сказать, жители моего села, как бы, да, вот Диац-Адарсативичер. Люди, с которыми я прожила, например, 16 лет, да, я там прожила с ними. И вот мне так было приятно их видеть. Мы очень редко встречаемся сейчас, потому что мы уже не живем в том селе, в котором мы жили раньше, по обстоятельствам, которые так получилось. И встретить там своих, можно сказать, односельчан, но настолько близких и родных было так приятно. Поэтому эти свадьбы вот сплочают людей. Хотя сейчас можно в любое время поехать куда-то. Ладно, родственников ты видишь, а вот именно односельчан, в котором ты уже не живешь в этом селе и не ездишь туда. Если бы хотя бы родители мои там жили, я бы все равно их, конечно, бы видела. Но там и родители мои уже не живут. Вот. Поэтому было очень приятно увидеть своих там односельчан. Вот так вот. Насчет свадеб, так я сейчас, то, что сейчас помню, вам скажу, а потом уже и по комментариям. Так, часто задаваемый вопрос, это почему не снимаете жениха, почему нет жениха на свадьбе. Ну, я много раз об этом говорила, но у меня подписчики каждый раз прибавляются, и уже, да, сегодня уже 66 тысяч. Огромное вам спасибо, друзья, за ваши подписки. У нас на свадьбе не бывает жениха. Свадьба, да, как там некоторые девочки ответили, свадьба проходит в 2 местах. У девушки, у невесты отдельная свадьба, можно сказать, у жениха отдельная свадьба. И невесту, да, вот был еще вопрос, невесту одну везут, да, у нас везут невесту одну, без подруг, без родственников. Ну так заведено с давнишних пор. И сегодня лично я, да им, в принципе, все, вот кого я знаю, моего возраста, старшего возраста, мы не хотим, чтобы все то, что было, пускай это не, может быть, какие-то обычаи не по исламу, но это наши обычаи, это традиции вековые. Нам бы не хотелось, очень бы не хотелось, чтобы эти обычаи были забыты, чтобы
ну, как бы уже наши свадьбы, наши отношения походили на европейские. Вот совершенно не хочется. Даже я не хочу, чтобы наши невесты одевали европейские наряды. Вот почему бы не одеть свой национальный наряд? Один раз в жизни ты его одеваешь, да, только на свадьбу. И вот почему бы его не одеть? Европейское платье можно одеть в любое время. И после того, как ты снял этот наряд, на второй день, вот когда мы одеваем, тоже девочки обычно на второй день одевают красивое платье, вот пускай одевают на этот день. А так вот, ну, красивее наряда, чем вот наш национальный, я не знаю, что еще может быть. И грациозность, и красота, и талия, и все подчеркнуто. Это очень красиво. Я вот всегда за то, чтобы невесты одевали наш национальный наряд. И за то, чтобы наши традиции, я вот и руками, и ногами, можно сказать, за то, чтобы сохранились все-таки наши традиции. Традиции и свадеб, и все хорошие традиции, которые были раньше. Вот некоторые традиции все-таки понемножечку уходят, и это очень обидно и очень больно. Опять повторюсь, пускай они, может быть, и не по исламу, но они не противоречат религии. И это не значит, что мы там верим чему-то или там как-то вот, да, нет, просто это действительно наши традиции. Вот этим вот сохраняется, мне кажется, народ, самобытность народа, индивидуальность народа. Ну, мы же родились именно вот, кто-то ингушом, кто-то чеченцем, кто-то русским, кто-то этим, и каждый хочет сохранить, мне кажется, каждый народ хочет сохранить свои обычаи, свои традиции, свои адаты, свой менталитет, потому что только так можно сохранить нацию. А мы и так маленькая нация, мне бы очень хотелось, чтобы все это было у нас сохранено. И поэтому, ну, не нравится вам, никто же не принуждает вас выходить замуж за ингушей или за чеченцев, или за другую нацию. Не нравятся вам наши обычаи, ну, и не надо. Нам наши обычаи нравятся. Если бы в действительности нам наши обычаи в принципе не нравились, то бы они бы давно уже ушли бы. Но они не уйдут, пока живы мы, пока живы так же, как и я, думающие люди. Мне кажется, наши традиции никуда не уйдут. И это очень хорошо. Так, ну это было отступление немножко, можно сказать. Ну вот что я сказала. Значит, жених у нас на свадьбе, жениха на свадьбе не бывает. Жених. Мне даже вот наши девчонки говорили: Лейла, почему ты не снимешь, ну вот где сидит в комнате жених. Вот на эту свадьбу, если честно, я действительно взяла Ибрагима чисто вот снимать. Я говорю, ты вот ничего не делай, потому что вот, ну вот, снимай вот именно, чтобы он снял, потому что были и тогда вопросы, почему вы не снимаете, где мужчины сидят. Чтобы вот снять, где именно, где за столом мужчины сидят, где вот жених сидит. Но я же не буду идти и снимать, где жених сидит, да, ни за что в жизни. Это молодые парни, им будет неудобно при мне, и жениху тем более будет неудобно. В день свадьбы жених никому не показывается из взрослых на глаза. Это вот, ну вот, все, это закон, можно сказать. И даже до свадьбы и после свадьбы какое-то время он немножко вот стесняется и не показывает, старается не показываться на глаза. Вот. Опять-таки взрослые мужчины, когда едят, я же не могу идти, вот взрослые женщины, да и молодая женщина, наверное, не будет, если ты там не оператор, снимать, как они едят. Вот поэтому я не снимаю. Я вот раньше все свадьбы, да и это получилось так, что... И на этот раз тоже я взяла Ибрагима, чтобы он снимал, но так получилось, что ему пришлось пойти обслуживать, и он не смог снимать тоже. Ну вот как-то так вот, друзья. Вот жених сидит обычно у соседей со своими друзьями, и уже когда все гости разойдутся под покровом ночи, он со своими друзьями заходит, и уже бывает у себя в доме, и невеста с ними там же, но, естественно, невеста ни в коем случае не сядет с парнями, это однозначно, она все равно будет стоять. И вот насчет того, что вот тут еще были комментарии, что вот невеста одна стоит, в углу стоит, что это... Да ничего страшного. Вы знаете, через это прошли все женщины, все девушки, которые замужем у нас. Ну, буквально сколько? Ну 3 часа она стоит, не больше. Потому что из своего дома ее забирают где-то в 11 часов. Часа в 2-3 практически все гости расходятся, остаются только родные. А когда остаются свои родные, ее заводят в отдельную комнату, ее усаживают. Если она хочет поесть, она ест, хочет попить чаю, попьет, хочет попить воду, ей и так могут поднести, потому что постоянно девочки рядом спрашивают, что ей нужно. Никогда в жизни девочку, невесту не оставляют одну. В принципе, обычно же, как невеста же бывает в туфлях, там, в босоножках. Если ей они неудобны, то обязательно
ей меняют обувь девчонки, от нее девчонки не отходят. Ну, иногда бывает, что вот она остается там, ну, буквально там на 2-3 минуты отдельно одна, а так нет. Было еще, что вот невеста очень печальная, да, печальная, постоянно с опущенными глазами. Вы знаете, у нас невеста не печальная. Тем более сейчас, в данное время. Может быть, когда-то в мои времена еще были печальные, потому что мы выходили замуж за тех, кого нам выбирали наши отцы и мамы, да. Сейчас молодежь насильно замуж выйти и женить просто не заставишь, если они не хотят. Поэтому... А печальность это просто та, что вот действительно, во-первых, девочки очень переживают. Вот у этой девчонки вообще дрожали руки, когда она одевала кольцо своей свекрови. Волнуются по-любому, это же волнение. Ты оставил свой дом, ты пришел в чужой дом, ты не знаешь, что будет. У тебя много людей, которых ты не знаешь, да, это очень волнительно. Вот поэтому они такие вот, да, во-первых. Во-вторых, у нас считается дурным тоном, если невеста такая вот и смеется, и развязанная, ну как развязанная, ну ведет себя так вот, знаете, вот, и может улыбнуться, и посмотреть в глаза, и туда, и сюда, и поговорить. Вот о такой невесте обычно, когда женщины идут домой, говорят, ой, какая она была такая вот, ну вот, развязанная такая, можно сказать, что вот, опять-таки, наверное, слово развязанная не подходит, ну не скромная, да. Вот у нас на Кавказе невеста должна быть скромной. Если она должна улыбнуться, она улыбается только улыбается, не смеется губами. Это должно быть. Глаза, в принципе, должны всегда быть опущенными. Никогда, может быть, там на какое-то мгновение она поднимет глаз, посмотрит на того, кто подошел, и сразу же опускает. Это считается действительно хорошим тоном, это считается за скромность. И поэтому девочки вот так вот себя ведут, понимаете? Вот особенно вот если умные девочки, то они всегда, ну как умные, они все, наверное, умные, но молоденькие, конечно, этого могут и не понимать, и не делать этого. Но все равно у нас, в принципе, все невесты, все девочки очень умные, очень скромные, ведут себя красиво, ведут себя, как подобает кавказской женщине. Вот, ответила на этот вопрос. Ну, не вопрос, а вот на комментарии ваши. Так. Я просто не готовилась, я не думала, что это буду на это отвечать или говорить об этом. Так, здесь был еще один комментарий, руки мокрые. Я хочу его найти. Так. Вот. Но это не то, но вот про ресторан было. Просто сейчас их искать долго. Так, было, что лошадей жалко. Что-то мне лошадей всегда жалко. Это Яна пишет. Величко. По дороге между машин скачут. Животные боятся транспорта. Ну, в принципе, да, может быть. Но все равно это было красиво. Животные, конечно, боялись. Это было видно, что они боялись. Так, дальше. Что еще было? Насчет ресторана, вот именно этот комментарий я не могу найти. Вот, ну на этот я отвечу. Так, я не смогу сейчас прочитать, кто это. Хадид, или я не знаю, может быть, я ошибусь, потому что на английском. Доброй ночи, уважаемая Лейла. Сейчас посмотрела видео о красивой свадьбе. Единственное, что я не поняла, почему невесту завели на кухню, они сделали ей какой-то красивый уголок, поставили ее среди чайников. Она ведь еще успеет увидеть эти чайники, эти стаканы и все остальное. Можно было сделать для невесты красивый уголок, у нас тоже ставят невест в угол. Но, конечно, делают красивый угол. Желаем счастья, здоровья молодым на долгие-долгие годы. Что такое свадьба? 5 часов и усталость. Главное, чтобы у них была жизнь красивая и долгая. Аминь. Так. Да, у нас тоже начали делать эти красивые углы, цветы. Вы видели, что в каких-то свадьбах делают. На данный момент на этой свадьбе этого угла не было сделано. Я не знаю почему. Не хотели делать. А на кухню всегда у нас был такой обычай. Может быть, да, это с давних времен идет. Хотя тоже именно от этого обычая понемножку стали отходить, что сначала невесту заводят на кухню, типа, чтобы она была хорошая хозяйка, да, а потом уже заводят в другое место. Ну вот, эта свадьба была вот чисто по всем старым традициям проведена.
невеста была заведена на кухню, а потом уже ее перевели в другой дом, где, ну, гости. Все, я на это ответила. Все красиво, так, но как хочется все-таки увидеть жениха рядом с невестой. Как так? Это их день, это их счастье. Трудно понять нам в 21 веке такой обычай. Где же жених? Вот на этот вопрос я ответила. Жених будет позже. И я просто не смогу вам его показать, потому что он не покажется мне на глаза. А так вечером они вместе уже празднуют свою свадьбу. Ну, конечно, за стол они вместе не садятся при посторонних людях. Это однозначно. Если для вас это и странно, то уж вы меня извините. Но это так. Для нас это не странно, для нас это в порядке вещей, и мне кажется, это даже хорошо. Так, дальше. Тут был еще один комментарий. Лейла пишет, Таиса Карпова. Лейла, у вас официальная регистрация в ЗАГСе есть? Да, я всегда это отвечала. Многим это тоже интересно. Конечно, обязательно. В ЗАГСе есть регистрация, но она уже не празднуется у нас как праздник, не отмечается. Просто молодые после, там, кто-то через неделю, кто-то через 2, кто-то даже может через месяц, может через 2. Для нас это не главное. Для нас главное это сделанный никях в день свадьбы муллой. А регистрацию они делают, когда хотят. И это за праздник не считается. Вот так вот, друзья. Так, еще дальше немножко вам поотвечаю, пока вот это все уберу. И, наверное, выключу и немножко найду комментарии. Так. У мамы работает телевизор, слышно сюда. Так, я теперь взвесила. Видно, по-моему, да, вот. И сейчас начнем лепить и заодно отвечать на вопросы. Ну, дальше. Обсуждать дальше нашу свадьбу, да? Так, сейчас я там вычитала еще один комментарий, на который хочу ответить. Значит, вопрос такой. Лейла, почему огурцы, пишет Розалия, Лейла, почему огурцы и помидоры поставили целыми? Как кушать или так принято? Вы знаете, раньше, да, у нас была нарезка, и салатики делали, и нарезку делали. Честно признаться, мне самой не очень-то нравится, что вот так вот ставят огурцы с помидорами. Но это делается из тех соображений, что, друзья, нарезку не до конца доедают, да? И помидоры с огурцами остаются. И, конечно, это уже жалко и просто харам выкидывать это все. Вот только из этих побуждений. Поэтому кто хочет, может просто взять и, например, вдвоем пополам по огурчику, да? Как-то так, вот не знаю. Факт, что делается из этих соображений, друзья. Так, я намочила руки. Просто из-за того, чтобы потом это все не пропало. Понимаете? Вот только из этих соображений. Ну и стараются поэтому взять помидорчики поменьше, там черри и огурчики поменьше. Вот просто только поэтому. Так, теперь дальше. А вот пока невеста стоит, чем в это время жених занят? И ни разу не показали. Ну, я это уже ответила, девочки. Так, дальше. Название вроде у нас заловка написала через А. Так, то, что невесте одной сложно, написали. Так, дальше вот. Думаю, невесте не просто одной в чужом доме, пишет. Ну, тут уже нет имени. Странно, что у ингушей невесту к жениху не сопровождают подруги и женщины. В связи с чем у парня не играют музыканты, религиозные. В основном, да, вот из-за того, что музыка харам, не положено, из этих соображений музыка не играет. Ну, а кто хочет, у них бывает музыка. Ну, вот у меня, вот вы сами видели, я еще ни на одну свадьбу с музыкой не попала. Хотя у нас на той свадьбе были и танцы, и музыка, просто я приехала раньше домой. Дело в том, что обычно танцы, музыка, все это бывает уже, когда вот
ну, дальние родственники, можно сказать, расходятся, остаются близкие свои родные, и вот тогда уже бывают, что бывают танцы. А так в основном вот днем у нас именно вот не бывает музыки. Ну, как отметила эта подписчица, и из-за религиозных соображений тоже музыки не бывает. Так, теперь так, никях и все, а законы страны, ЗАГС был, законы страны соблюдаются, друзья, имейте в виду. Так, тут рефлексия пишет, 12 век. Так, ну я ей ответила, нас это устраивает. На что она ответила слово «грустный». Так, как-то так у людей, живущих в прошлом, обычно проблемы с будущим, пишет она. Лошади, ружья, бедная невеста, стоящая около как памятник, пока все остальные празднуют. А после свадьбы она служанка, которая просто работает в доме и рожает нескольких детишек. Потом вторая жена. И как вашей дочери она научится доить корову, даже если никогда раньше этого не делала. Ну и что ж, если ей надо, то научится и корову доить. Если ей надо, и рожать будет. Ну и что же, это жизнь такая, друзья. Что, вы хотите изменить нашу жизнь? А что лучше, если она будет там где-то по барам ходить, гулять, никого не слушать, ничего не делать? Это лучше для нее. Лично я не вижу в этом ничего такого, если даже она научится, как и мои дочери, доить коров. Если надо, пускай учатся и коров доят. Если надо, пускай обслуживают. Ничего в этом зазорного и ничего в этом плохого я не вижу. Я же говорю, это наша жизнь, и пускай это 12 век, пускай это будет век даже до нашей эры, но это нам нравится. И мы стараемся именно сохранить и эти наши традиции, и эти наши обычаи, и этот наш этикет. И чтобы я обслуживала, почему бы и нет. А что, если к вам пришли в гости, вы не обслуживаете своих гостей? Я не понимаю вот этого. Или вы в семье живете, вы не готовите всем, вы не накрываете на стол. Вот какая разница? Она пришла жить, она пришла в новый дом просто жить. Она же до свадьбы то же самое делала, например, если не готовила, то, по крайней мере, накрывала на стол. Если на стол не накрывала, то, по крайней мере, убирала, наверное, посуду. Или что-то еще делала, или в доме порядок делала. Она же жила до этого в доме. Она же женщина, она что-то же делала, наверное. Она будет продолжать то же самое. Что-то, одно из... Все на данный момент, друзья, все на молодых невест просто не навалишь, потому что они даже не выдерживают этого. Потому что нынешние девочки намного слабее, чем даже вот мои девочки, которые, или чуть раньше, которые поколение. Время сейчас такое, они не выдержат этого всего. Хорошо, если она даже хоть полы помоет или посуду помоет, и то хорошо уже мы радуемся примерно, да. Вот почему вот это вот все воспринимается вот так вот. Человек пришел жить в новую семью и продолжает жить, как и у себя. Успел, помыл полы, успел, помыл посуду. Пришел гость, да, конечно, это у нас должно быть. Пришел гость, мы обязательно его угощаем, но, по-моему, это в любых семьях, в какую бы семью ни пришел гость, неужели вы не угощаете? И кто должен обслуживать? Посадить невесту за стол, а я, например, буду обслуживать? Ну и как вы это видите? Потом, если это было бы так, то вы бы писали, вот, невеста сидит, а свекровь обслуживает. Вот это вот я не понимаю, почему это так, почему это странно и почему это неправильно. Я не вижу в этом ничего неправильного, не знаю. Просто да, у нас бывает больше гостей, чем у вас. Ну что теперь? Наверное, да? У нас часто бывают гости, мы часто ездим друг к другу в гости. И поэтому приходится, конечно, да, и обслуживать, и готовить. Но она же будет это делать не одна. Если, конечно, в доме есть там заловка, обязательно заловка будет помогать. Заловки нет, то свекровь будет помогать. Ну, уже если нет и заловки, и свекрови, то, конечно, уже ей придется самой и обслуживать, и готовить, и все делать ей самой. Для этого она и выходит замуж, она живет, она идет на это, она создает новую семью, она идет в новую семью. Ничего страшного я в этом не вижу. Не знаю, может быть, вам покажется, что я не права, но это мое мнение.
Примерно вот в основном на эти сообщения, на эти комментарии я уже ответила вам. И никакой это не 12 век. Так, это ингушская свадьба или чеченская? Это ингушская свадьба. Ну, у нас в основном я вам ответила, что не у всех бывает музыка. Так, сопровождает, про сопровождение, за руку кто ведет. Нет, вот на данный момент за руку ведет ее на этой свадьбе наш двоюродный брат. И в принципе у нас вот у ингушей родной брат за руку невесту не ведет. Родной брат жениха за руку невесту не берет. Не ведет. Обычно двоюродные братья. Вот у чеченцев, по-моему, родные братья, да, а у нас нет. У нас только двоюродный. Родной брат никогда не едет. Ну, как никогда сказать нельзя. Бывают случаи, что и родной брат поедет, но это исключение. Обычно едет двоюродные братья. Двоюродные братья за руку ведут невесту, и двоюродная сестра едет тоже за невестой. Вот так вот. По-моему, теперь я в основном ответила на те комментарии, которые были под этим роликом. Просто в комментариях отвечать времени не было, а за время это я решила вам ответить. Вроде бы все. Так, многие писали, что почему грустные глаза, а пишут мужчины в куртках, женщины в плащах. Холодно, что ли, или дождь? Ну, там видно, что у нас сильный дождь в этот день шел, да, это было вообще холодно, сильный дождь. Прям вот до сегодняшнего дня было холодно. Вчера ночью, по-моему, был, да, ливень, или позавчера ночью, ливень страшный. Но у нас дожди. Вот буквально вот позавчера один день и сегодня такой солнечный, теплый, хороший день. Сегодня прям жарко-жарко, очень даже. А так поэтому и холодно было, и дождь, поэтому и в плащах, и в куртках. Прям дождь у нас не прекращался ни на минуту в этот день. Это было что-то, ну это было баракат, как говорится. Вот так вот. Все было на высшем уровне, всем свадьба понравилась, все были довольны. На днях собираемся поехать. Поснимаю я вам, наверное, уже невесту, чтобы нам невеста познакомиться поближе с невестой, чтобы нам действительно невеста обслужила, чтобы чаю налила, чтобы нас, женщин уже в возрасте, она обслужила. Вот. С заловками на днях собираемся. Вчера я это им писала в группе, когда мы поедем. Что-то у нас не все мои ответили. У меня же 7 заловок. Вот не знаю. В субботу у меня уже заказ свадебный. В субботу у меня не получится. Завтра пятница. Вот единственное, если они согласятся, то завтра у меня немножко свободненький день. А в субботу мне уже нужно готовить на свадьбу. А в воскресенье опять свадьба. Женится двоюродного брата моего мужа сын. У нас тут в селе, в Кантышеве, тоже снова свадьба. Да, как я сказала, сезон свадеб, конечно, у нас начался. Это хорошо. Свадьбы – это хорошо. Так, ну все, друзья. Дальше, наверное, будет очень длинный ролик. Дальше я без вас это доделаю. Как-то так. Если что, извините, не обессудьте.